Еще в апреле в Галском районе начались весенние полевые работы. Но из-за холодной весны процесс немного замедлился. Как отмечают агрономы и фермеры, ненастная погода хоть и мешает пахоте и посеву, но не станет помехой урожайности, так как посевные в любом случае завершатся вовремя. Всего по Галскому району до 3000 гектаров земель отведено на посев кукурузы, 7 с лишним тысяч на орех-фундук и до 800 гектаров отведено на выращивание цитрусовых. Буквально в апреле месяце, где-то в начале апреля, в Министерстве сельского хозяйства Республики Абхазия состоялось совещание всех начальников управления сельского хозяйства района вместе с начальниками МТС района. И вот там министром сельского хозяйства Джобу Абдислама Цибовича была поставлена задача подготовить трактора, что есть в наличии, что нету, ремонт, это все. При администрации имеются земли площадью 10 гектаров, где в основном пашня идет под посев кукурузы. После сбора урожая кукуруза хранится в специальном ангаре, после чего раздается по мере необходимости нуждающимся семьям. Оставшаяся часть урожая идет на нужды управления сельского хозяйства. Ну, это территория, где мы сейчас стоим, где мы работаем силами МТС, это администрация. То есть администрация района нас профинансировала, и за счет этого мы занимаемся сейчас. То есть сегодня, как видите, мы занимаемся посевом. А все это кукуруза собирается, идет то есть, в администрацию, то есть там есть у нас амбар, куда мы это все сыпаем. Потом уже некоторую часть выделяют малоимущим, а некоторая часть продается, как бы, чтобы оправдать те расходы, которые понес администрация. Вспашка земли трудоемкий и сложный процесс. Прежде чем превратить заросший участок почвы в пашню, пригодную для посева культур, предстоит провести целый ряд операций по обработке. Ежегодная вспашка необходима для обогащения плодородной земли кислородом. Каждый год работники управления сельского хозяйства пашут и культивируют отведенные участки земли и выращенные на ней зерновые культуры. Кто-то вручную занимается пахотой с помощью домашних животных, а кто-то спецтехникой. Если нет такой возможности, то каждый желающий землевладелец может обратиться в районную МТС. Обработка 1 гектара земли обойдется в 3000 рублей. Ровно, наверное, месяц тому назад нас собрали в Министерстве сельского хозяйства, и была поставлена задача всем МТСам Абхазии, да и мы не стали исключением, Гальский район, работать пока по старым тарифам, то есть прошлогодним тарифам. Это 3000 рублей за 1 гектар, куда входит из соляра. То есть люди приходят, оплачивают 3000 рублей, выделяют трактор с МТС и пашут им землю. В МТС у нас есть 18 единиц белорусов, К-700 и ДТ. Это 20 единиц. Но этого, к сожалению, в районе не хватает. Но есть частные трактора, и они тоже, естественно, помогают, они тоже занимаются вспашкой и посевом. И в целом, я думаю, Бог даст, погода будет нормальная, мы вложимся. Ситуация с сельхозвредителями, а именно коричневым мраморным клопом в районе пока стабильная. Но в обратном случае Галский район готов принять соответствующие меры. В резерве есть необходимые химикаты против вредителей. Министерство сельского хозяйства выделило лекарства. Пока имеем бензин. Если будет, мы всем главам администрации сел раздадим, и они начнут лечить. Пока так особо таких этих масштабных клопов пока нет. Так, пока тоже вы сами видите, холодно чуть-чуть, ночью прохладно, днем да, чуть жара, но пока так особо нету, не появились еще. Илона Микава, Ника Гачава, Борис Цацуа, Гал ТВ.